Село Тамай – одно из больших населенных пунктов не только Гагаузии, но и Республики Молдова. После развала Советского Союза оно продолжает успешно развиваться, имеет свои производственно-промышленные предприятия. Его жители не утратили желание культурного времяпровождения, в чем им благоприятствует сельская власть. Примар села Федор Топчу отмечает, что для того, чтобы сельчанам было где отмечать все культурные мероприятия, необходимо просто содержать культурный объект в надлежащем виде. Этому руководство села всячески способствует. В нашем здании Дома культуры сконцентрированы все наши, скажем, работники Дома культуры с их кружками. Мы имеем, танцевальных два коллектива. Один детский «Алтынжик» и один средней группы «Веселые девчата». Мы имеем свой оркестр народных инструментов. Мы имеем свою эстраду, эстрадных певцов, кружок эстрадный. Мы имеем свой драм-кружок и имеем потенциал расширения всех этих, еще больше расширения кружков для того, чтобы нашим людям было где показать развить свой талант, показать свой талант и показать его не только в Тамае, но и за его пределами. В Доме культуры села Тамай совсем недавно был произведен капитальный ремонт. Сегодня он приобрел современный внешний вид и прекрасный интерьер всех помещений внутри здания. На протяжении более 30 лет директором этого культурного учреждения работает Петр Куцаров. По словам руководителя, ремонт Дома культуры удалось выполнить благодаря национальной программе «Молдавское село», в которой активное участие приняли неравнодушные жители села. Стоимость этого проекта оценивается в 2 миллиона 300 тысяч, но этого нам хватило благодаря тому, что у нас Дом культуры не такой уж огромный, но имеет в настоящее время хороший вид, хорошие условия для работы. И, конечно же, не только для работников, но и для всего населения нашего села. Жители Тамая очень тепло, с благодарностью отзываются о проделанном капитальном ремонте в их сельском доме культуры. Однозначно они утверждают, что данное здание стало украшением их села. Сделан Дом культуры был очень хорошо, потому что в Гагаузии и таких домов культуры, я вам скажу, что раз-два я общался. Это считаю, что не казакли, а это Кангази, Копчаки. Ну, я, конечно, очень положительно оцениваю тот факт, что Дом культуры у нас возобновился, работа, деятельность возобновилась, дети туда ходят, проводятся определенные кружки, праздники. Конечно, наши дети там выступают на концертах, на мероприятиях. Я только за, чтобы молодежь чем-то полезным занималась, красивым, чтобы развивала культуру. Это нормально. Любое мероприятие там происходит, концерты там. Постоянно и примария вообще. Постоянно у нас и разные конкурсы, нормально. Куда еще лучше, мне кажется. Хотя, можно сделать лучше, но я, кажется, думаю, что нормально. Мне нравится. После такого капитального ремонта сельского дома культуры это здание стало для села объектом гордости, местом, где и молодежь, и взрослые этого населенного пункта хорошо проводят свободное от работы время, участвуют активно в общественной и культурной жизни села. Таких культурных учреждений в Гагаузии немного. Только некоторые более состоятельные села могут себе позволить такую роскошь или те, кому в этом способствуют полученные гранты. Большинство домов культур в Гагаузии до сих пор находятся в состоянии разрушения.